В Москве на крыше домов устанавливают системы противовоздушной обороны. Иран не признает аннексированные территории Украины российскими. В Европарламенте проголосовали за создание трибунала для российского руководства. В Узбекистане провели операцию по разделению сиамских близнецов из Кыргызстана. В социальных сетях 19 января появилось несколько видеозаписей и фотографий, на которых, как утверждается, показаны зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцер-С-1», установленные на крышах нескольких зданий в Москве. Фото и видео размещают телеграм-каналы российских военкоров и Z-телеграм-каналов. Подлинность опубликованных материалов не подтверждена Министерством обороны Российской Федерации. Однако на место скопления военной техники в Тетеринский переулок съездили журналисты издания msk1.ru. Охранник рассказал им, что военные якобы ремонтируют крыши. Военкор Александр Коц видит в установке систем ПВО в Москве положительный знак. Просит прокомментировать установку в Москве в отдельных парках и на крышах зданий системы ПВО. Фото и видео уже публикуются в разных каналах. Я не буду. Вижу в этом очень положительный сигнал. Значит, там прекрасно осознают все риски и понимают, что удары по Москве и области – это вопрос времени. Хорошо, что начали готовить заранее, а не по факту первых ударов, заявил он в своем телеграм-канале. Телеграм-канал Moscow Calling распространил несколько видеозаписей, на которых, как утверждается, показан момент установки ЗРПК «Панцер-С-1» в переулке в центре города. Еще в одном ролике, утверждает канал, ЗРПК стоит на крыше дома. Телеграм-каналы опубликовали также фотографию здания Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной, где, как утверждается, также установлен «Панцер-С-1». В последние несколько недель в социальных сетях появилось сразу несколько снимков зенитных и ракетных комплексов ПВО, которые разворачивают в разных районах Москвы. Например, комплексы С-400 развернули в районе Тимирязевской сельхозакадемии. Еще одно место – парк Лосиный остров. Там разместили батарею ПВО, заявляет издание «Кооператив». Власти Москвы, а также Министерство обороны Российской Федерации пока не комментировали эти сообщения. Иран не признает аннексированные территории Украины российскими. Об этом заявил глава МИД страны Хусейн Амир Абдулхайям в интервью турецкому телеканалу ТРТ World. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины, отметил Абдулхайям. Он также уточнил, что власти Ирана настаивают на своем последовательном принципе во внешней политике. Когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как фундаментальный политический принцип, подчеркнул глава МИД Ирана. В четверг, 19 января, Европарламент одобрил резолюцию о создании специального международного трибунала для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников. Как сообщается на сайте парламента, предложение поддержали 472 депутата, 19 выступили против, 33 воздержались. Главной задачей авторов инициативы – найти для трибунала общий юридически обоснованный путь. Главное условие – суд должен обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства Российской Федерации, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет военные действия против Украины. Отмечается, что создание трибунала позволит заполнить вакуум в международном уголовном правосудии и дополнить деятельность Международного уголовного суда, который в настоящее время не может расследовать действия России в Украине, а также даст понять российской политической и деловой элите, что для Российской Федерации под руководством Путина больше невозможно вернуться к обычному бизнесу с Западом. Европарламентарии требуют от ЕС немедленно начать подготовительную работу по созданию спецтрибунала, обеспечив поддержку украинским и международным органам в получении доказательств, которые будут использоваться в будущем.
Депутаты призвали Институт ЕС добиваться международной поддержки инициативы по созданию спецтрибунала в Генассамблее ООН, Совете Европы, ОБСЕ и Большой Семерке. В Узбекистане успешно проведена операция по разделению сиамских близнецов. Об этом сообщает информагентство «Фергана» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Республики Узбекистан. Восьмимесячные девочки Фатима и Зухра родились и живут в Кыргызстане. О том, что они являются сиамскими близнецами, стало известно на 28-й неделе беременности. Будущую мать сразу отправили из Оша в Бишкек, где спустя неделю, 31 мая 2022 года, дети увидели свет в результате кесарево сечения. Общий вес близнецов при рождении составлял 1600 граммов. Они были соединены брюшной полостью, у них была общая печень, но желчные пузыри сформировались раздельно и без проблем выполняли свою функцию. Через 10 дней после рождения близнецов их родителям сказали, что шансов на выживание у детей нет, и выписали домой. Однако родители, не теряя надежд, обратились по телефону в Республиканский перинатальный центр в Узбекистане. В октябре малышей привезли в Ташкент, операцию провели 19 декабря. Ей предшествовало несколько консилиумов, репетиции операций, подготовка необходимого высокотехнологичного медицинского оборудования. Операция длилась 3 часа. Специалисты оценивают состояние детей как стабильное. Ожидается, что в ближайшее время девочек выпишут.